Возлюбленные, вы получили послание от Бога. Добро пожаловать на следующее видео с канала Божьи послания. Здесь вы узнаете, как использовать свою веру, чтобы жить более успешной и счастливой жизнью в отношениях с Богом. Потому что людям все возможно, и если вы поверите в Слово Божие, вы осуществите все свои мечты и желания. Посмотрите видео до конца, чтобы получить специальное сообщение. Они здесь не просто так. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео и отправьте его своим родным и близким друзьям. Пусть Бог благословит вас и наслаждайтесь этим божественным посланием сегодня. Сегодня я пришел попросить моего дорогого сына, мою дорогую дочь, мою любовь. Пусть каждый новый день этого месяца будет полон энергии и бесстрашен. Будьте сильными и преодолейте неудачи. Наполняйте свое сердце моими словами каждое утро и с уверенностью читайте мои обещания. Пусть светлая улыбка сопровождает вас и безграничную веру в будущее благо. Ты несешь крест. С моим вознесением ваши враги будут побеждены и освобождены от власти смерти. Я направляю вас духовно и помогаю преодолеть все страдания. Вам не нужно сдаваться, чувствовать себя неполноценным или ценить других выше себя. Вам не обязательно жить с беспокойными мечтами, с темным сердцем и темными целями, всегда ожидающими удара. Ваша вера достаточно сильна, чтобы преодолеть любые трудности и привести вас к счастливой жизни. Да, вы столкнетесь с испытаниями и невзгодами, но если вы готовы полностью довериться мне, мой дух внутри вас достаточно силен, чтобы преодолеть любые препятствия. Удивительный мир готов открыть для вас. Но если вы будете общаться с теми, кто завидует вашим талантам, если вы позволите собой управлять тем, кто причинил вам вред, если вы купитесь на ложь, вы будете грустны и разочарованы. Слушай меня до конца, слово должно пройти. Примите силу моих обетований, ибо они живы и полны силы. Погрузитесь в Библию. Позвольте Его истине просветить ваш разум, рассеять всю тьму, очистить каждую часть вашего тела и пролить яркий свет на ваш путь, когда вы двигаетесь вперед с энергией и любовью во всех фибрах вашего существа. Мой план для тебя не ради боли, а ради добра. Мне нужен совет, основанный на здоровье вашей души. Осмелитесь сказать мне настоящую любовь сейчас, примите любовь, которая исчезает и появляется. Он всегда говорил: «Принимаю, Господь». Девочка, девочка, поверь мне, твои благословения уже в пути, ничто не может помешать моим целям. Освободите себя от беспокойства, зная, что вас любит и защищает Творец Вселенной, могучий Царь, божественный и могущественный Отец. Почувствуйте тепло моей любви и получите силу, мир и понимание, которые я предлагаю вам сегодня. Суд, который гнетет тебя, исчезнет без страданий, отчаяния, насмешек, раздора и войны. Могу ли я всегда направлять вас, игнорировать негативный шепот внутри вас и отвергать любые чувства безнадежности, печали, депрессии или неудачи? Твои слезы высохнут, и на твоем лице снова появится улыбка, потому что я сделаю это. Стойте твердо, и вы увидите вокруг себя силу любви и добра. Я хочу, чтобы у вас хватило смелости рассказать миру правду о моих словах и о том количестве благодати,
которого достаточно, чтобы изменить любое сердце. Боль, которую вы почувствуете, сменится радостью. Я хочу залечить эмоциональные раны и дать вам покой, чтобы двигаться вперед с большей силой. Он слышит от меня каждый день. Не забывай, что я отпускаю, даже если тебя давно нет. Мой дух найдет тебя, приведет домой и придет ко мне. Так что примите мое благословение сейчас и позвольте силе исцеления прийти к вам. Я наполню тебя бесконечной радостью и подарю новые поводы ценить жизнь. Ваша сила внутри вас. Ваши слова подобны сильным семенам, которые воплощают в жизнь вашу веру и доверие и превращаются в сильные деревья, полные чудесных плодов моих бесконечных благословений. Со временем свет вашего рождения осветит ваш путь в этом мире. Я люблю тебя и хочу обогатить твою жизнь. Доверяйте своему голосу, и вы будете очень счастливы. Решительно принимайте вызовы сегодняшнего дня. Если ты чувствуешь, что твои силы побеждают, я с тобой и готов поддержать тебя в трудных ситуациях. Не стесняйтесь просить о лучшем, потому что я много раз обещал благословить и удовлетворить все ваши потребности в процветании. Если ты обидел меня среди тяжкого бремени жизни, приюти меня. Приди ко мне и возложи свое бремя к моим ногам. Плачь, если ты устал. Путешествие может быть тяжелым и трудным, но я поддержу тебя и утешу силой своих слов и утешением моей любви. Вчерашний день был грустным, безнадежным и заброшенным, когда ты чувствовал себя одиноким, а люди, которым ты доверял, не понимали. Даже в самые спокойные моменты я понимаю твою борьбу за возвращение победы. Я вижу и глубоко чувствую твою боль. Но я посылаю послание. Ваши слезы и испытания достигли небес, моего святого престола, где строится ваше будущее. Все ваши боли успокаиваются, ваши проблемы решены, и я с вами. Пришло время вам открыть двери небес и войти в мой мир, который принесет вам великие благословения. Несмотря на мир, несмотря на трудности, с которыми вы столкнулись, и на людей, которых вы оставили позади, самая важная истина, которую следует помнить, заключается в том, что я всегда с вами, ободряя и утешая ваше сердце. Освободите себя от неопределенности. Примите мою любовь и двигайтесь вперед с сильной волей. Самое главное не скорость, а твердость веры. Не просто бежать, а жить и побеждать. Я с тобой, защити меня, защити моих близких, благослови дела твои. Наслаждайтесь чудесным днем, который я приготовил для вас, с радостью и счастьем. Помните, что я ваш могущественный Бог. Я не оставлю тебя, обещаю благословить тебя. Так почему же возникают проблемы? Моя любовь к тебе – это благословение, безграничное благословение. Почему тревога или страх лишают вас покоя? Освободитесь от лжи мира и примите тот факт, что я с вами. Прежде чем идти дальше, давайте заключим сделку. Отдайте мне свой багаж, и я позабочусь о вас, утешу и утешу вас. Сохраняйте веру в мое слово и покажите мою любовь и силу тем, кто в них нуждается. Я верю вас, выслушайте внимательно эти слова. Я люблю вас от всего сердца, и я не хочу, чтобы вы больше страдали. Я знаю, как ты устал от глубокой битвы, в которой ведешь себя,
как ты борешься, чтобы сохранить свою форму и не позволить другим почувствовать твою боль или понять глубину твоей борьбы. Однако я хочу, чтобы вы знали, я знаю вас лучше, чем вы думаете. То, что вы видите каждый день в мире, является частью вашего опыта, и я вижу правду вашего тела, правду вашей души. Какой бы смелостью вы себя ни чувствовали, я призываю вас довериться мне. Почему ты разделяешь со мной свое бремя? Я пришел вытереть все твои слезы и освободить тебя от отчаяния. Отпустите свою неуверенность и отпустите свое бремя. Быть мальчиком или девочкой – это священная честь, и у меня есть много благословений и чудес для вас и ваших близких. Ожидайте увидеть новые обещания в своей жизни, обновленные радостью и благодарностью. Мое присутствие всегда в твоем путешествии, мои ангелы бдительны и знают о зле. Ищите меня каждое утро и посмотрите, как я отмечу ваш день. Я окружаю тебя любовью к миру в твоем сердце. Если вы столкнетесь с неожиданной проблемой, назовите мое имя, и я покажу вам путь, дам вам мудрость и совет. Если вы сохраните чистоту в своем сердце, я уверен, что моя программа подойдет вам лучше всего. Просите согласно божественному замыслу, и вы получите. Для него, как для любимого ребенка всемогущего Бога, нет препятствий победить или причинить ему вред. Мои руки связаны с вашими, и я направляю каждый шаг и открываю новые возможности. Пусть ваши усилия во имя мое будут обильными и полными. Как мой спутник жизни, твои мечты и планы сбудутся, потому что только я могу видеть и формировать твою судьбу. Ваш дом почувствует чистую благодать вашего постоянного присутствия под защитой. Страх не войдет в ваш дом, потому что мое присутствие окружает вас, защищает от злых сил и защищает от отчаяния, враждебности и гнева. Слово Твое пребывает в святом семени моей души. Я клянусь Тебе в своей верности, и эта верность будет длиться вечно. Помните, вера подобна горчичному зерну, из нее вырастает самое большое дерево. Как растет семя, так и вы будете расти, ибо мои слова имеют великую силу, и когда они произнесены от моего имени, они могут сотрясти горы. Не сомневайтесь в своем сердце, потому что я вечный и неизменный Бог. Я всегда с вами и люблю вас бесконечно. Знайте, что я знаю каждый аспект вашего существа, ваших чувств, мыслей и действий, ибо я создал вас по своему образу. Отпустите весь гнев и обиду. Однако я приглашаю вас помолиться за тех, кто причинил вам боль, чтобы они вернулись ко мне. Его жизнь несовершенна, потому что он не соблюдает моего совета или наставления, а предоставляет это мне, а я оставляю это вам. С вашего первого вздоха и до этого я был с вами, наблюдая за вашим ростом и всеми испытаниями, с которыми вам придется столкнуться. Я восхищаюсь вашим мужеством и здесь, чтобы укрепить вас. Тебе просто нужно довериться мне и сохранить веру, потому что я обещаю изменить твою жизнь. Рана прошлых лет зажила и больше не болит. День твой — лишь мгновение. Поднимите руку, отдайте свое сердце и начните путь обновления и счастья. Если эта новость вам резонирует, дайте мне знать, написав в комментариях «Я хочу это». Этот год является поворотным моментом, моментом радикальных перемен. Если вы примете мою глубокую любовь,
верьте и будьте храбрыми. Я здесь, чтобы окружить вас заботой, утешить во время испытаний и заверить в своем присутствии и поддержке. Я пытался вам помочь и не получил ответа. Я всегда слушаю с бесконечным терпением и жду подходящего момента, чтобы Святой Дух проговорил к вашему сердцу. Даже в тени и неопределенности я вижу твой путь. Моя любовь к тебе бесконечна, и не позволяй отчаянию управлять твоей жизнью. Вы не побеждены неудачей или несчастьем. Не беспокойтесь о предстоящих вам проблемах и препятствиях, потому что вас ждет много благословений и благословений с небес. Я подкину вам идеи, как найти выход из, казалось бы, невыносимой ситуации и превратить ее в многообещающую возможность. Отныне никто не сможет вас устрашить или оскорбить, потому что Отец ваш Небесный с вами на высоте. Творец с вами и защищает вас. Не бойтесь того, что думают другие, и не забывайте об этом. Доказано, что попытки, ложь и заговоры с целью уничтожить вас уничтожают вас, но все напрасно. По-прежнему честный и твердый. Сегодня я желаю тебе новой жизни и бесконечного счастья. Ты в моих объятиях с любовью и заботой. Сильная вера и преданность моему учению благословят вас и ваших близких. Поверь мне, любовь моя, потому что твое будущее в моих руках. Я защищаю тебя от тех, кто причиняет тебе вред. Он не был разочарован. Свет моего Святого Духа направляет ваш путь. Те, кто причинил ему вред, должны пострадать от последствий своих действий. Подобно дереву, цветущему у потока воды, ты цветешь и приносишь плоды, которые все видят и желают. Мое присутствие окружает тебя и наполняет моей добротой. Каждое утро я приглашаю вас искать меня, отвергать отвлекающие факторы, привлекающие внимание, и знать, что здоровье исходит от меня. Благодаря благодати, стойкой вере и силе моего воскресения я оказался на необычном пути. Будь со мной и не скорби о несчастьях и планах врагов твоих. Пусть никто не причинит вам вреда и позаботится о ваших детях, ведь я послал ангела, чтобы защитить их от всего окружающего зла. Я призываю вас внести свой вклад, жить своей верой и следовать инструкциям, которые я вам дал. Не позволяй врагу нарушить мое обещание. Будьте сильными, сохраняйте веру, уделяйте несколько минут каждый день и приходите ко мне с благодарностью, зная, что все благословения исходят от моей любви. Я прошу вас отдать все свое сердце, потому что я готов избегать ошибок, каяться, восстанавливать нравственность и укреплять уверенность. Я внесу свои учения глубоко в ваше тело и дам вам возможность жить в поклонении и молитве. Если твое сердце целиком принадлежит мне, значит, у тебя хорошее видение. Помните, здесь много настоящей и вечной любви. Я очень терпелив с тобой, и скоро ты испытаешь это в первый раз заботиться о тех, кого я люблю. Сегодня я повторяю свое божественное послание вам и вашим близким. Если вам нужно пролить слезу, пролейте ее, потому что это снимет груз с вашего сердца. Будьте спокойны и слушайте мои наставления, потому что мои слова важны для выживания и понимания жизни и судьбы. Я люблю тебя от всего сердца и обещаю молитвами исполнить твои желания. Позвольте мне и богатую еду, семью, еду и все усилия.
полностью доверьтесь мне, примите мое руководство во всех сферах вашей жизни, и я поведу вас по пути. Я – обновление и жизненная сила, и если ты поскользнешься, я поймаю тебя снова. Кто поверит в меня, тот будет иметь вечную жизнь. Сейчас ты далеко от поверхности моря, но я здесь, сними с твоей души скрытое бремя и боль и освободи ее от твоей души. Я изменю вашу точку зрения и придам вам больше смелости. Я хочу, чтобы вы проснулись энергично и приняли жизнь. Пусть лучшие благословения ждут тех, кто непоколебимо верит в меня, смиренно подчиняется моим советам и никогда не гордится. Небеса празднуют ваше решение принять меня в свою жизнь, следовать моим учениям и проявлять свою верность через веру. Я верну то, что было потеряно. Идите вперед с уверенностью, что я хранитель вашей судьбы. Ваши враги никогда не выступят против вас. Придите ко мне с верой и просите о добрых вещах, которых вы желаете, ибо я готов осыпать вас бесконечной любовью. Найдите минутку, чтобы получить мое сообщение и услышать мой голос. Моя цель – наполнить ваши слезы радостью, облегчить ваши печали, залечить ваши внутренние раны и дать вам сердце, свободное от остатков печали и боли. Вы больше не будете спать беспокойными ночами от боли прошлого. Вы больше не будете страдать от испытаний прошлого. Я хочу, чтобы ты просыпался каждый день и чувствовал любовь из глубины своего сердца, направляемую твоим присутствием. Сегодня день праздника и успеха, время преодолевать препятствия и обретать уверенность и успех. Радуйся, что я очистил твое сердце перед своими глазами и освободил тебя от всех твоих грехов. Он знает вещи, которых не знает большинство людей. Если я прощу твои грехи, я забуду тебя. Я не помню твоих прошлых ошибок, поэтому тебе не придется жить с грустью и сожалением, потому что я тебя простил. Это может быть трудно понять с человеческой точки зрения, но понимание и не требуется, только ваша безграничная вера. Ваше будущее и счастье в моих руках. Не наказывайте себя за прошлые ошибки и их последствия. Если остатки ваших грехов все еще влияют на вас, я даю вам силы выжить и победить. Прислушайтесь к моим словам. Все содействуют ко благу любящим меня. Так возьми меня за руку, верь в мое обещание, будь сильным и смелым. У меня есть много благословений для тебя. Но чтобы добиться этого, надо понять, что в царстве благодати нет места отчаянию, жалобам, сомнениям и слабой вере. Твоя вера делает меня счастливым, а она радует мое сердце. Мое присутствие окружает тебя, мой дух движет тобой. Пусть ваша вера будет светом, который будет вести вас и верить тому, что я говорю. Ты увидишь, что мои обещания будут ясно исполняться в твоей жизни. Я так сильно тебя люблю. Сегодня я здесь, чтобы поделиться самым глубоким и мощным посланием, которое вы когда-либо слышали. Верь в мою бесконечную любовь к тебе от всего сердца. Когда вы отделены от мира, вас окружает святая защита. Даже в печали я узнаю твое присутствие и вижу твою сущность. Будьте сильны в вере, наполнены глубокими чувствами. Это призыв идти вперед ради своих близких и своих мечтаний. Я благословляю вас направо и налево избавиться от вещей, которые вам не служат.
Если кто-то колеблется или молчит, позвольте им сделать это. Не плачьте, что они оставят ваше благословение из-за своего выбора и ошибок. Откажитесь от привязанности к материальным вещам. Многие обмануты богатством и думают, что богатство реально, но это всего лишь ложь. Они игнорируют Божий план и обещание вечной жизни и меняют свое истинное призвание на мирское богатство. Однако не теряйтесь во времена изобилия или дефицита. Как ваш пастырь и Отец Небесный, я стою рядом с вами, готовый спасти вас, избавить и исцелить вас. Я приношу вам мир и процветание, вывожу вас из нынешней ситуации и наполняю вашу жизнь благословениями и благодатью. Моя благодать и милость будут сопровождать тебя во всех твоих странствиях, даже к тем, кто презирает тебя. Желаю вам и вашим близким счастья и благополучия. Вы прошли через темные ночи, вы ждали в печали и отчаянии, вы чувствуете, что все ваши надежды рухнули, и вы боитесь, что не получите ответа. Но теперь я пришел исполнить свой обет и услышал каждую пролитую слезу. Защити меня от зла, защити меня от тяжелых препятствий, отнесись к моей жизни легко, и я не оставлю тебя в трудную минуту. Хотя мое присутствие кажется невидимым, когда вы окружены болью и страданиями, не ощущайте моего утешения, и ваша вера не сломится. Даже когда твое сердце разбито, искра веры горит и шепчет Небесному Отцу, который так любит тебя. Я приглашаю вас заявить своим голосом, поверить своим сердцем, написать своими руками свою непоколебимую веру в меня, сквозь бури, сегодня и навсегда, мою непоколебимую любовь к вам, мои возлюбленные. Сын мой, я никогда не усомнюсь в своем сыне, дорогая девочка, не бойся, ибо никто не сможет победить тебя и твое искушение. Я щит, помощник, целитель и сильная поддержка. Я вложу в твою жизнь твердую руку, которая залечит каждую рану и превратит каждое болезненное воспоминание в свидетельство моей любви и милосердия. Хотя жизненные бури и злые планы врага разрушают ваш покой, вы твердо стоите в своей вере. Я знаю, какие для тебя тяжелые и мучительные испытания, они проверяют твой дух и силы. Но сегодня я пришел залечить раны в твоей жизни. Иди, будь храбрым, вставай. Враги попытаются преградить вам путь, но вы останетесь сильными благодаря своей стойкой грации. Ты преодолеешь проблему, видишь, это еще не конец, дорогая. Вы никогда не проиграете эту битву. Ваша текущая ситуация может быть неправильно истолкована другими как падение, и я вмешиваюсь моей сильной рукой и моими ангелами, чтобы поднять вас. Ваша молитва достигла небес, и ваша жизнь готова к божественной трансформации. Послушайте, ведь многие сомневаются, игнорируют чудеса, которые происходят ежедневно, сомневаются в моем существовании, моей любви, моей силе. Но, мой дорогой сын, ты не среди них. Ваша вера укрепится без страха. Со временем каждый видит чудесный рост в своей жизни и осознает славу Божью. Так смотри на меня своими глазами, подчиняйся моим словам, верь моим словам. Не верьте туманным словам тех, кто делает ложные заявления о любви и не верит в ваше счастье. Твое сердце, прекрасная и драгоценная душа, принадлежит мне. Ты дал его мне в первую очередь, потому что я хочу, чтобы он остался со мной навсегда.
Будь как будет. Прежде чем моя дочь уйдет, если вы знаете кого-то, кто нуждается в молитве или находится в безвыходной ситуации, напишите его имя в комментариях, чтобы мы могли помолиться за него. Теперь сосредоточьтесь на сообщении, которое они хотят вам отправить. Сатана сделает все, что в его силах, чтобы помешать вам достичь этого. Они используют все зло, чтобы помешать вам получить сообщение, которое может навсегда изменить вашу жизнь. Это важный момент, сын мой, дочь моя. Этот пост очень важен для вас, поэтому не упустите эту уникальную возможность. Это прекрасная возможность, которую дал вам Бог, и я от всего сердца молюсь, чтобы вы использовали ее в своих интересах. Теперь нажмите на видеоролик на экране и удалите изображение дьявола. Если вы проигнорируете их, они будут счастливы. Не позволяйте этому случиться. Теперь нажмите на видео и порадуйте Иегову, вашего Бога. Не бойся, любовь моя, ты на пороге свободы. Будьте готовы к большим переменам, поскольку я реструктурирую многие сферы вашей жизни. Многое изменилось, и я не принимаю твоей просьбы понять и исполнить мои желания, и я отвечу по твоей просьбе и смирению. Если у вас правильный распорядок дня, все меняется. Боже, моя дорогая девочка, если тебя судят, ты еще не дошла до своего сердца, своего страха и своей дискриминации. Продолжайте идти по пути, который я нарисовал для вас. Я знаю, что задача может показаться непосильной, но мой идеальный план работает. Я помогу вам вовремя преодолеть любые препятствия. Если вы устали бороться, наберитесь духа и помните, что я знаю о вашей борьбе. Я знаю, что на этот раз я почувствую, что не смогу справиться и сдамся, но не слушайте ложь. Вы созданы для того, чтобы жить долго, и моя магическая сила здесь, чтобы поддержать вас. Как вы думаете, сможем ли мы вместе преодолеть проблемы, которые вас окружают? Если да, поделитесь в комментариях. Я верю в Бога, я дам вам мир, буря пройдет и освободит место для великой ветви благословения. Я отведу вас к новым горизонтам, которые раньше можно было увидеть только во сне. Время печали прошло. Доверься моему времени, подожди и увидишь, что произойдет, как запах масла, который радует мое сердце. Вскоре ваша вера станет уверенностью в том, что я буду здесь, когда вы позовете. Никакая просьба не является чрезмерной для того, кто создал все живое. Знай, что я держу твою жизнь в своих руках. Я не упускаю ни одной детали. Мирно и терпеливо ожидая проявления моего спасения. Утренний свет рассеивает тьму. Счастье приходит утром, и с рассветом нового дня ты поймешь, почему я позволил себе задержаться и растеряться. Вы увидите в них часть моей любви, которая укрепит вашу веру и подготовит вас к бесчисленным благословениям. Хоть ты и кажешься недостойным, я вижу, как ты смиряешься передо мной. Помни, что я нашел радость в тебе. Приходите утомленные и смущенные, и смутитесь в моих объятиях. Мне не нужно нести весь груз, который я могу вынести ради тебя. Вы не сможете нести слишком большой груз на своих плечах. Мое желание – освободить вас от вашего ужасного замешательства. Я буду скалой стабильности, когда все вокруг меня будет трястись.
Мир может пасть, царство может пасть, но обещание верности останется. Испытайте мой мир, превосходящий человеческое понимание. Будьте спокойны и знайте, что я Бог. Над вашей жизнью развиваются флаги победы. Ты победитель, потому что я победил во имя Твое. Спасение от нашего Бога. Ныне надейтесь и ликуйте в сердцах ваших и призовите имя Мое, ибо я достоин чести и славы. Спасение, которое вы ищете, ближе, чем вы думаете. Мукте здесь, чтобы спасти вас от разочарования. Пусть твои губы будут доказательством моей любви к тебе. Хвалите меня как Бога, который превращает вашу боль в танец, даже когда все кажется темным. И если вы чувствуете это сердцем, сразу пишите в комментариях «Пукшаллах». Время скитаний по пустыне прошло. Вот то место, которое вы так долго ждали. Вы завершаете день с энергией, которая поддерживает вас. Я всегда восстанавливаю свою энергию, чтобы преодолевать трудности, летая как орел. Верьте в меня, тех, кто верит в меня, моего любимого сына, мою любимую дочь, их успех обеспечен. Ты в безопасности и покрыт моей любовью. Любое оружие, использованное против вас, потерпит неудачу. План врага ничем не отличается от того, что я запланировал для вашей жизни. Знай, что я никогда не оставлю тебя. Кто бы ты ни был, я всегда рядом, когда ты во мне нуждаешься. Я отвечу, когда ты позвонишь мне. Некоторые люди вокруг вас не поймут путь, который вы выбрали. Я выбрал тебя, я могу ранить тебя словами, но не теряй надежды, не сомневайся в моей любви. Прежде всего, мой голос – это исцеление вашей души. Слушай моего молчаливого проводника, ведущего тебя по одинокой тропе. Твоя сила угаснет, он всегда был под моим крылом защиты. Оставайся в его присутствии, и я спасу и защищу тебя. Теперь ты можешь спокойно идти и произнести мое обещание. Вы получите отрицательную энергию, а свет и истина слова Божьего всегда победят зло. Дочка моя, доченька моя, ты завоевала мою любовь и доверие. Вы достигнете того, что запланировали на свою жизнь. Не оглядывайтесь назад, потому что я делаю что-то новое. Теперь я проведу в пустыне реку, я построю в пустыне дорогу. Даже если ты не знаешь, что произойдет, мой мир с тобой. Я поведу тебя на святой путь. Следуй за мной всем своим сердцем и верь, что я знаю дорогу в лес. Я могу задать все проблемы. Для меня все возможно. Ты должен сделать шаг и довериться мне. Моя благодать приходит каждое мгновение. Не полагайся на свои знания, но ты знаешь меня во всем. Если вы согласны с этим, напишите в комментариях «Господи, направь мою жизнь». Тогда я исправлю ваши неправильные пути. Я здесь, чтобы освободить вам путь, чтобы не случилось дальше. Не бойтесь, я приказал своим ангелам окружить вас. Он здесь, чтобы защитить вас и поднять вас, не оставляя камня на камне. Ты любишь меня. Жду вас с большим удовольствием. Хоть ты и окружен радостью и испытаниями, мой мир течет рекой в твоем сердце. Позвольте себе получить совершенную любовь, которая уничтожает весь страх. Делай, как я говорю, мое время – моя цель.
ты победишь. Я знаю, что вы ищете у меня ответов, ясности и руководства для своей жизни. Остановитесь, потому что я сказал, что мой план направлен не на ваше зло, а на ваше благо, чтобы дать вам надежду и будущее. Мой путь выше твоего пути. Даже если ты не знаешь всего, поверь мне. Позвольте мне двигаться согласно моей цели. Если ты научишь, я заставлю твою праведность сиять, как утренний свет. Вас ждет новый день. Бывают нападения врагов, которые обманывают вас ложью и ложными мечтами, но мой свет рассеивает всю тьму и открывает истину. Я ваш защитник и спаситель, и сила крови Иисуса удалит любое проклятие или колдовство. В моих руках Он в безопасности. Для некоторых людей это стабилизирует их духовное представление о разлуке и изоляции. Я изливаю тебе реки своей жизни. Не сдавайся, позвони мне, я тебе отвечу, наша дружба не разрушена. Я ближе, чем ты думаешь, и надеюсь, ты сможешь меня найти. Я виню ваше духовное рвение. Если вы ищете жизненное руководство, приходите ко мне с уверенностью. Хождение в смиренном послушании открывает путь вперед. Препятствия будут удалены с вашего пути, и мой дух наставит вас на всякую истину. Вы получаете это послание от Бога. Постарайтесь в ближайшие дни найти свое желание больше всего на свете. Проявите искренность и заинтересованность. И если вы действительно сосредоточены на этом посте, покажите это, написав в комментариях «Я сосредоточен на Боге». Моя дорогая дочь, нелегко вести свою дочь без цели. Пусть это будет искреннее желание узнать меня получше. Уделяя приоритетное внимание нашим отношениям, я буду развивать свое духовное понимание, чтобы снова видеть и понимать. Появятся новые открытия и идеи, и у вас появится ясность, чтобы двигаться вперед. Начинается новый этап близости. Темные замыслы, пытающиеся вас соблазнить, потеряют свою силу. Ваши обязательства недействительны. Вы неприкасаемы, защищены жертвой Иисуса. Идите с данной вам силой, чтобы командовать уничтожением злых сил, разорвите все цепи и живите в блаженной свободе. Некоторым из вас нужно отпустить контроль и позволить мне действовать за вас. Я стараюсь все контролировать, действуя жестко, но мой путь лучше твоего. Освободите себя от необходимости знать всех. Дайте мне полный доступ ко всем сферам жизни и посмотрите, на что я способен. Я хочу показать свою силу каждому, кто этого захочет. Когда вы подчинитесь моему времени и цели, а не своему времени и цели, вы увидите успех. Здесь есть люди, которые чувствуют себя далекими от меня, но знайте, что я никогда вас не подведу. Еще не поздно вернуться. Если он сделает первый шаг, я побегу к нему. Мои объятия раскрыты, и я жду тебя. Мои глаза наполняются слезами, когда я вспоминаю наше примирение. Я готов вернуться. Я хочу, чтобы наши отношения были крепче, чем когда-либо. Давайте продолжим с того места, на котором мы остановились. Моя благодать обновляется каждое утро. Стоящие пребудут в истине, верующие в меня победят. Возьми меня за руку и смотри, как я выведу тебя из долины теней.
Моя божественная сила обеспечивает все для моей жизни и преданности. Вы можете все через Христа, который укрепляет вас. Каждое обещание, которое я даю, сбудется. Я не могу вернуть или вернуть деньги за заказанный товар. Мой план сработает, мой разум победит. Вот почему пожилые люди переутомляются. Скучно, но я вижу его сердце. Знайте, что вы делаете все возможное. Подойди и положи голову ему на колени, и я позабочусь о твоем багаже, и я позабочусь обо всех твоих нуждах. Лекарство не бороться, а верить в себя. Вместе мы преодолеем ваши проблемы. Заглушите голоса вины и страха. Я освобождаю вас от бремени ложной ответственности. Позвольте им взять то, что они хотят, и вы обретите силу и мудрость. Мое мощное присутствие теперь наполняет твое сердце. Прими мою любовь, любимая, тебе пришлось пережить много сражений, но, несмотря ни на что, ты здесь. Огонь твой не угаснет, и ветер твой не угаснет. Ты постоянное доказательство моей доброты, и я знаю, что дорога трудна, и ты чувствуешь себя беспомощным, но посмотри, как моя рука ведет тебя. Обещаю, что никогда не оставлю тебя, и я рад, что ты знаешь, что я с тобой. Вас может расстраивать хаос вокруг вас, но не верьте лжи. Я не забуду тебя и не оставлю тебя. На самом деле у меня на тебя большие планы. Ты доверяешь моему времени? Если да, напишите в комментариях: Божье время идеальное. Намерения врага будут в вашу пользу. Остаться со мной под защитой моих крыльев. Скоро наступит счастье, и смех наполнит твои уста. Для некоторых я закончил сложную фазу. Теперь пришло время перевернуть страницу. Возьмите меня за руку, и я проведу вас через новую историю, которую пишу. Страницы ожидания полны пустых обещаний. Но мы не сможем двигаться вперед, если зациклимся на прошлом. Оставьте все свои сожаления, гнев и разочарование в моих руках. Я знаю, что боль глубока, но мои исцеляющие руки могут залечить твои раны. Нас ждет несказанная радость. Прогресс наступает. Посмотрите на меня как на автора и совершителя вашей веры. Я хорошо завершаю начатый проект. Не слушайте суждения, сомнения или страх. Сосредоточьтесь на вышеперечисленном, а не на ограничениях. Для меня нет ничего невозможного. Пустынная река открыта для вас. Даже в минуты усталости и изнеможения река течет по пустоши. Я обновлю твою силу. Ты словно орел, летящий в потоке моей души. Мой сын, моя дочь, я подниму тебя на новую высоту. Я знаю, что иногда ты чувствуешь себя подавленным, и хаос жизни пытается подавить тебя. Но помни, я определю твою очередь. Ты не спрячешься без моего разрешения. Я допускаю только те вызовы, которые сделают вас сильнее и настроят на больший успех. Если твой путь труден, кто понесет твое бремя? Моей благодати достаточно, чтобы завоевать тебя. Эта атака слабая, потому что следующая победа в моих руках. Надевайте свои нерушимые доспехи каждый день и используйте мое слово как свою защиту и оружие в горячей молитве. Пусть присутствие исцеления будет вашей силой.
Доверьтесь моей верности. Война моя. Твоя роль остается в моей любви. Мой сын, моя дочь, ты никогда не одинок. Даже если другие не понимают, даже если будет много критики, я всегда с вами. Услышь мой голос, шепчущий слова любви и надежды. Услышьте мой тихий голос сквозь шум. Приходи в тихое место, где мы сможем быть вместе. Могу ли я окружить тебя любовью там, где ты находишь исцеление? Страх и жестокость уйдут из вашего сердца. Иди с миром, я никогда тебя не оставлю. Мы будем вместе до конца пути. Будьте полны надежды, потому что ваш успех близок. Хотя атака на ваш разум сильна, вы сражаетесь не в одиночку. Сила моего имени освободит тебя. Никакое оружие, созданное против вас, не одолеет. Кровь Иисуса снимает все проклятия. Подпись гласила: «В крови Иисуса есть сила». Я возвращаю мир и радость в вашу душу. Прими мою совершенную любовь, уничтожающую страх. Все, что я делаю, правильно и правильно. Поверьте мне, потому что я сделаю все для вашего блага. Освободите себя от необходимости знать все. Как создатель и создатель вашего произведения искусства, позвольте мне написать вашу историю страницу за страницей. Я знаю, какой хороший конец я сделал. Посмотри мне в глаза, когда мы путешествуем вместе. Духовное видение для некоторых темно, но мой свет все еще светит. Это требует нового взгляда и нового понимания. Я обновляю ваш разум, укрепляю ваш дух и открываю ваши глаза, чтобы увидеть невидимое. Открытия уже не за горами, но прежде чем их увидеть, нужна смелая вера. Возьми мою руку в неизведанное, когда моя душа уйдет в глубокую воду. Поверьте, вы, страдающие маниакальными приступами, можете обратить море и горы в свою пользу, но вам придется отказаться от контроля. Освободите себя от знания того, как и когда. Позвольте мне полный доступ ко всем сферам вашей жизни. Терпеливо ожидая моего времени и цели, вы увидите, как мои могучие руки творят чудеса. Даже если наступит духовная засуха, наши отношения никогда не умрут. Надеюсь, ты сможешь меня найти. Даже маленький шаг сделает меня счастливым. Расстояние, которое ты чувствуешь, всего лишь иллюзия, потому что ничто не отделяет тебя от моей любви. Если твое сердце обратится ко мне, я побегу и обниму тебя. Наше примирение и восстановление происходит на кресте. Вернись сейчас и увидишь, что наша связь сильнее, чем когда-либо. Отдыхайте в убежище и защищайте бедных. Даже если мир будет встревожен, я буду скалой мира. Те, кто верит в меня, обязательно добьются успеха. Если ваша вера сильна, напишите в комментариях «Моя вера сильна». Моя божественная сила дала тебе все, что тебе нужно, чтобы жить и жертвовать. Смотри на меня как на источник надежды, а не на земные ограничения. Мои слова о тебе будут правдой. Я выиграю свое дело. У тех, кто испытывает трудности с плаванием, усталость очень глубока. Настоящая помощь и забота приходят, когда вы заменяете страх верой и позволяете мне взять контроль над вами. Я вижу твое сердце и знаю твои границы.
Позволь мне снять это бремя только ради тебя. Я даю божественную мудрость, совет и силу. Мои реки живой воды обновят и напитают вас. Если вы чувствуете усталость, оставайтесь в его присутствии и освежитесь. Для некоторых я закрываю болезненную часть. Пришло время закрыть эту главу и обязательно написать следующую. Даже если эта печаль все еще здесь, ты знаешь, что я здесь, чтобы утешить тебя. Мнения могут остаться, но мое поведение превращает их в символы действия. Я понимаю, что это трудный день. Иногда вы чувствуете себя бессильным двигаться вперед, но моя благодать поддерживала вас до сих пор и будет продолжать поддерживать вас в будущем. Вскоре слезы печали сменятся слезами радости, и смех вновь наполнит ваше сердце. Поверьте, я не только автор, но и исполнитель вашей истории веры. Возьми меня за руку и поверь, для меня нет ничего невозможного. Даже когда путь неизвестен, мой мир утешит тебя. Новый источник энергии, который поддержит вас в трудную минуту. Я знаю дорогу в пустыню. Следуй за мной всем своим сердцем, и ты увидишь, что я делаю. Сын мой, дочь моя, я знаю, что ты сталкиваешься с проблемами и несправедливостью. Я понимаю вашу боль, но помните, что никакое бремя не будет возложено на вас без моего разрешения и заботы. Я позволяю тебе быть похожим на меня, когда дела идут плохо, видеть во мне человека, которому не все равно. Моя милость останется со мной, и трудности превратятся в возможности. Некоторые из них ушли, но вскоре вернулись. Я здесь жду вас и готов приветствовать вас с распростертыми объятиями. Если ты сделал первый шаг, прости меня безоговорочно. Давайте начнем с того, что моя благодать обновляется каждое утро. Как ты, моя дочь? Вам не нужно очищать себя, чтобы получить одобрение, потому что моя любовь исцелила вас. Отпустите прошлое, сейчас важна возможность возобновить наши отношения, начать все сначала. Я с тобой. Если да, напишите «да» в комментариях. Для тех, кто чувствует пустоту в ритуалах, пришло время поискать еще раз. По правилам, ваша вакансия может быть не заполнена. Мне одиноко, когда ты далеко от меня, но я всегда рядом с тобой. Мы не проиграем. Вернись ко мне с искренним сердцем, а не пустыми словами. Поставь меня первым, и когда ты приблизишься, я раскрою свои тайны и направлю тебя. Будьте открыты для новых открытий и изобретений. Злые атаки, желающие уничтожить, безоружны. Все зло, которое встретится на вашем пути, будет нейтрализовано жертвой Иисуса. Вы защищены и запечатаны Его искупительной кровью. Используйте свою силу, чтобы приказать темным силам отступить. Освободитесь от цепей, которые вас удерживают, и поднимитесь к свободной и счастливой жизни. Для тех, кто плачет каждую ночь, они слышат ваши молитвы. Возложите на меня свое бремя, и вы сможете отдохнуть. Давайте преодолевать проблемы одну за другой. Я вижу свою силу в твоей слабости. Я преуспеваю там, где ты терпишь неудачу. Позвольте мне обеспечивать, поддерживать и защищать вас и вашу семью. Когда вы возложите свои заботы на меня, мой мир будет охранять ваш разум и дух.
Вы не одиноки в этом путешествии. Успех неизбежен для тех, кто верит в меня. Мой сын, моя дочь, произошел поворотный момент, который изменил всех. Но важно то, что Вишу смотрел на меня. Я ваш писатель и учитель. Ручка до сих пор у меня в руке. Для меня нет ничего невозможного. Хотя путь неизвестен, мой мир здесь, чтобы утешить вас в вашем горе. Пока ты ждешь меня, посмотри, что я могу сделать. Вы чувствуете себя окруженным со всех сторон и не можете сопротивляться. Но я вижу твою усталость и ограниченность. Когда вес кажется непосильным, помните, что вы делаете это в одиночку. Скажи мне, что ты обретешь благодать, которая сохранит тебя. Я превращу трудности в возможности для процветания, и вы добьетесь успеха. Те, кто терпят притеснение и критику, не теряют надежды и не сомневаются в моей любви. Услышь тихий голос моего сердца от болезненных слов. Приходите в тихое место, снова почувствуйте мои руки вокруг себя, и здесь вы обретите исцеление и новые перспективы. Расслабься, потому что я превращу твою боль в радость. Прогресс часто сопровождается неудачами. Будьте сильными, потому что это трудное время закончится. Пусть мои слова тебе пустят корни и расцветут со временем. Жемчужина науки ждет своего открытия. Если вы подумаете об этом и сохраните эту истину в своем сердце, это устранит все сомнения и страхи. Любите себя безусловной любовью. Мои планы на тебя никогда не потерпят неудачу. Я привношу что-то новое в вашу жизнь. Родители, проживающие в «Не существует», гуляйте сегодня свободно и радостно. Твои шаги – мой путеводитель, и твоя судьба в моих руках. Я верю, что приготовил для вас путь. Вместе мы переживем этот день и достигнем всех моих целей для тебя. Будьте смелыми, если вы действительно верите в то, что я говорю, успех будет вашим. Если да, дайте нам знать, что вы думаете в комментариях, а также я доверяю вам, сэр. Теперь наступает самая важная часть этого поста. Дети мои, я прошу вас молиться вместе и укреплять эту глубокую общность и единство. Прошу вас обратить внимание на этот момент, потому что враг в это время пытается подняться и ослабнуть. Однако я заявляю, что все ваши планы провалятся. Вместе мы победим все коварные замыслы дьявола во славу и честь моего имени. Я проведу вас через эту мощную молитву. Итак, повторите эту молитву вместе со мной вслух в своем сердце. Я молюсь. Боже, великий Боже, в эти благословенные и благословенные дни я признаю Твою бесконечную милость и любовь и возношу к Тебе свой голос и сердце. Ты любящий Отец, Творец мира, свет, сияющий во тьме. Господи, спасибо Тебе огромное, что я встретил Тебя. Слово Твое – пища моей души, якорь моей надежды, свет, направляющий мои шаги на пути жизни. Помоги мне полностью усвоить Твое Слово, чтобы оно стало компасом, указывающим мне путь. Господи, в Твоем присутствии я обретаю покой, превосходящий всякое понимание. В это время я расскажу Тебе обо всех тревогах моего ума. Смиренно прошу Тебя облегчить мое бремя и снять тень с моего сердца по Твоей милости. Ты источник утешения и покоя,
и я доверял Тебе, потому что знал, что Ты никогда не оставишь себя. Признаюсь, Господь, я провел сегодня много времени, не прося Тебя о руководстве. Я следовал по пути, который увел меня от него к хаосу и смятению. Господи, сегодня я подчиняю Тебе свою волю, потому что Ты хочешь для меня самого лучшего. Помоги мне следовать Твоим путем и дай мне силы преодолеть упрямство и сопротивление. Я молюсь за тех, кто находится в состоянии сильного стресса. Господи, Ты знаешь, какая на нем ответственность, и я молюсь, чтобы Ты дал ему силы, мудрости и мира. Вы – безопасное место, и я молюсь, чтобы Вы облегчили их бремя и дали им победу над стрессом и болью. Господь, мы понимаем, что переживаем большие перемены в нашей жизни. Иногда принятие этих изменений может быть трудным и болезненным. Однако мы знаем, что иногда Вы закрываете дверь и пропускаете людей вперед. Помоги мне знать Твою волю во всех ситуациях и верить, что Ты работаешь для моего блага, даже когда я этого не знаю. Приходите. Мы не знаем всех планов Сэра. Мы знаем, что Вы являетесь великим проводником перемен в нашей жизни. Иногда Вы вдохновляете людей и ситуации привести нас в соответствие с Вашей божественной целью. Нам нужны мудрость и мир, чтобы противостоять этим изменениям. Помоги мне знать, что в условиях неопределенности Ты все контролируешь и работаешь на наше благо. Мы молимся за обиженных, злых и непрощающих. Мы считаем, что это чувство может заманить душу в ловушку и причинить большие страдания. Я молюсь, чтобы Ваша милость и сила могли освободить души и сокрушить ваше сердце и умы, чтобы Ваш дух мог восстановиться и успокоиться. Дорогой Бог, мы молимся, чтобы Ты вмешался в нашу жизнь и помолился за нас. Пусть Он всегда работает в Твоем сердце и направляет тебя на правильный путь. Дай нам смелость и веру, чтобы мы прислушивались к Твоим словам и верили, что у Тебя есть лучший план для нас. Помогите нам справиться с трудностями и обеспечить успех. Я верю в Вас, тех, кто охвачен страхом, неуверенностью и одиночеством. Ваша рука спасет их, Ваша правда и любовь рассеют негативные эмоции, а Ваш мир наполнит их сердце. Помогите им увидеть правду, исправить разрушенные отношения и ощутить полную свободу, которую можете дать только Вы. Боже, когда мы сталкиваемся с проблемами и трудностями, которые не можем преодолеть, я надеюсь подтвердить, что только с Твоей помощью мы сможем их преодолеть. Укрепи нашу веру и дай нам смелости идти вперед во времена слабости и усталости. Помоги мне помнить, что Ты всегда со мной, готов поддержать меня и принести мир в мое сердце. Господи, я понимаю, что жизнь не всегда легка, и иногда нас переполняют проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Однако я верю в Твое Слово, что Ты всегда со мной, поддерживаешь меня и даешь мне силы продолжать. Обновите нашу веру и приведите нас к победе. Боже, я верю Твоему Слову, что Ты услышишь мою молитву. Надеюсь на Ваше милосердие, что я еще раз совершу ошибку и последую за Вами. Будьте терпеливы в ответе, потому что у Вас самые лучшие планы на нашу жизнь. Господь, я знаю, что каждая деталь моей жизни находится под Твоим контролем. Да пребуду я в Твоей милости и наполнюсь Твоим миром, превосходящим всякое понимание.
Помогите мне пообещать, что вы все контролируете, и все будет по вашей воле. Господь, наш победитель, спасибо Тебе за то, что Ты стал нашим убежищем и держал нас в жизненных бурях. Пожалуйста, укрепи и наполни мою веру, потому что я знаю, что победа всегда придет, если я доверяю Тебе. Помоги мне хвалить Тебя во всех ситуациях, потому что я знаю, что Ты можешь превратить болезненные времена в радость. Господь, признаюсь, что я прошел через испытания, но верю в Твое Слово, что Ты поработаешь мне на благо. Я надеюсь, что Ты всегда будешь направлять меня и будешь готов к благословениям, которые Ты мне дал. Дай нам мудрости понять ответ на наши молитвы и поверить, что Ты можешь достичь невозможного. Господь, мы знаем, что даже в самые трудные времена мы можем рассчитывать на Твое присутствие. Пожалуйста, продолжайте идти добрым путем и осмельтесь поставить свою волю на первое место. Помоги мне обрести близость с Тобой и ощутить преобразующую силу благодати в моей жизни. Господь, я верю, что Твои слова могут успокоить мое сердце. Пусть вы всегда ходите в добре и исполняетесь миром, превосходящим всякое понимание. Помоги мне услышать Твой голос и следовать за тихими водами. Пусть Твоя благодать окружит нас и защитит от тревоги и печали, которые иногда нас окружают. Бог, который вернул меня обратно, знает, что иногда мы полны горечи, гнева и непрощения. Мы молимся, чтобы сохранить нас на пути добра и освободить от эмоциональных оков. Помоги нам простить и обрести свободу, которую можешь дать только Ты, чтобы Твое исцеление и восстановление могли войти в Твою жизнь и испытать радость, исходящую из свободного сердца. Господь, мы знаем, что перемены не всегда легки, но верь в свой суверенитет и свою способность превращать сложные ситуации в хорошие. Мы можем не сбиться с пути и дать вам уверенность в вашем идеальном плане. Помогите нам отпустить прошлое и вместе посмотреть в будущее. Пусть это обновит нашу надежду и подготовит нас к благословениям, которые нас ждут. Руководство мы знаем, что бывают моменты в нашей жизни, когда нам хочется руководства и ясности. Пожалуйста, продолжайте направлять нас и даруйте нам столь необходимую мудрость и мудрость. Помоги нам с нетерпением искать Твоей воли и направить нашу энергию на получение откровения и знания для себя. Пусть Ваш свет рассеет всю тьму, и мы увидим путь вперед, будучи уверенными в Вашем совершенном плане. Я надеюсь увидеть Вас там. Я верю во всемогущего Бога и очень Его люблю. Пожалуйста, не отвергайте мое исправление, слушайте и слушайте мое сообщение. Всегда наполняйте свое сердце гордостью. Я хочу, чтобы ты был скромным и простым, как я. Сейчас настало время отпустить прошлые ошибки и сохранить веру. Не смотрите вниз, посмотрите вверх и будьте готовы насладиться благословениями впереди. Я, ваш Отец Небесный, избрал вас, чтобы вы получили мое наследие. У вас есть сила прислушаться к моим словам, помочь себе вырасти и использовать эту силу, чтобы сделать своих близких счастливыми. Многие люди были рядом с тобой и в хорошие, и в плохие времена. Кто-то нуждается, и вы можете ему помочь. Сделайте себя источником добра и благословения для своего сообщества, чтобы вас знали как настоящий и честный пример. У вас щедрое сердце, и на этой неделе вас ждет большое событие.
Спасибо за внимание к этому посту. Теперь у вас есть сигнал для этого видео на экране. Позвольте своей интуиции решить, какое божественное послание вы хотите получить. Спасибо, что пришли. Теперь у нас есть особая просьба. Поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей как минимум в 3 группах WhatsApp, чтобы Слово Божье могло легче достичь тех, кто в нем нуждается. Будьте здоровы!